Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, что вызвало огромный затор из трамваев на проспекте Ямашева. Вот этот виноват, вот виновник. Вот можете, вот это стоит. Почему не всегда хорошо, когда перед тобой открываются все двери? Чуть-чуть мясо оторвало. Кусок мяса. Из задержания подозреваемого в грабеже и разбое. Что вы принимали? Пилка, железячка какая-то. Молодой человек сознался в том, что под угрозой вырывал из рук сумки. Это и не только. Прямо сейчас. Гигантский затор трамваев образовался на пересечении проспекта Ямашева и улицы Короленко. Причина в столкновении, произошедшем между троллейбусом и автомобилем Hyundai прямо на рельсах. На ситуацию оба водителя имели противоположные взгляды. Их выслушала Динара Камалова. Вот этот виноват, вот виновник. Вот можете, вот это стоит. Вот он взял троллейбус, вез машину. Жаркие споры о виновности участников аварии не утихали и после приезда на место происшествия сотрудников ГИБДД. По версии автоледи, управлявшей иномаркой, все произошло по вине водителя троллейбуса. Якобы тот ударил ее автомобиль, пока она стояла на рельсах. Я стояла просто в веренице машин. Да, пробки стояла. И он, как мне, начал заворачивать, что вон половина переда снес. Вот сейчас и гаишник пришел, сказал, он видно, он удар, он же... Он говорит, там даже срез такой, что видно, что он прям полностью меня снес сам. Что это не я, а он утверждает, что это я в него врезалась. Подтвердить эти слова или рассказать о своем видении произошедшего водитель троллейбуса не пожелал. Мужчина лишь отметил, что ни в чем не виноват. Не знаю, я никого не задевал. Нет, конечно. За жаркими спорами наблюдали вагоновожатые, пока участники аварии выясняли, кто кого ударил. Движение электротранспорта было заблокировано, и с обеих сторон скопилось немалое количество трамваев. С большей вероятностью простой этого транспорта придется компенсировать виновнику аварии. Сумма при этом может быть весьма немаленькой. Динара Камалова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Бросил машину после аварии. Этой ночью на улице Мира, по рассказам очевидцев, водитель «Лады Приора» ударил Део Джентра во дворе, после чего попытался скрыться с места происшествия. Проехав несколько метров, молодой человек оставил машину на дороге и ушел в неизвестном направлении. По предварительной версии, водитель отечественного автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Кто был за рулем и причины ухода водителя с места происшествия, теперь будут выяснять автоинспекторы. 4 автомобиля столкнулись утром на проспекте Ямашева. Авария произошла по принципу домино. По предварительной версии ее спровоцировал водитель Део Нексия, который отвлекся от дороги. Объясняя, как так произошло, мужчина отметил, что собирался перестроиться в левый ряд, засмотрелся в зеркало заднего вида, ожидая подходящего момента для маневра, и упустил из виду то, что происходит впереди. Свою вину в произошедшем мужчина полностью признал. Я видел, что они тормозят потихоньку, а потом резко смотрю, и машина стоит уже прям. И я уж, что сделать, тормоза, не тормоза, это уж дистанцию все надо было. В Казани ищут очевидцев смертельной аварии, произошедшей на улице Гвардейской 15 сентября. Напомним, в этот день женщина-водитель Kia Rio сбила 19-летнюю девушку, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. Всех, кто видел это происшествие, автоинспекторы просят обращаться по телефону, указанному на экране. Сбил мотоциклиста дверью. Недалеко от перекрестка проспекта Амирхана и улицы Чуйкова пассажир кроссовера решил выйти из стоящей посередине дороги на светофоре машины. Но не посмотрел в зеркала и не убедился, что это будет для всех безопасно. Байкер ехал между рядов, не смог моментально остановиться и врезался в открытую перед ним дверь. Подробности у Айрата Назипова. Все произошло на улице Амирхана в вечерний час пик. Поток машин стал останавливаться перед светофором. Пассажир Мазды решил воспользоваться вынужденной остановкой и открыл дверь, чтобы выйти из машины. В этот момент в открытую правую дверь автомобиля врезается мотоцикл. 30-летний водитель байка такого никак не ожидал и не успел среагировать. Поток встал на светофоре. Мотоциклист двигался между рядов. Пассажир открыл дверь, но не увидел. От удара владелец железного коня упал на стоящую в соседнем ряду Kia Rio. Для 43-летнего водителя иномарки это стало еще более неожиданным сюрпризом. В результате происшествия мотоциклист получил рваные раны пальца на левой руке, но от госпитализации отказался. Чуть-чуть мясо оторвало. Кусок мяса с пальца, да? А так все нормально. От более серьезных травм байкера спасло плотное движение на этом участке дороги и небольшая скорость. Степень вины каждого участника аварии выяснится при разборе в автоинспекции. Там же будут выяснять, почему на мотоцикле не было номеров и имел ли право его водитель вообще выезжать на дорогу.
Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Страшная авария произошла минувшей ночью в Спасском районе Татарстана. На трассе Болгра-Базарные-Матаки неподалеку от села Никольское в кювет опрокинулась «Лада» 9-й модели. Пассажир легковушки погиб на месте. 23-летний водитель отечественного автомобиля с признаками алкогольного опьянения был госпитализирован с травмой головы. Подходил на улице, угрожал предметом, похожим на нож, и отбирал сумки с деньгами и документами. Полицейские Казани задержали подозреваемого в серии уличных грабежей. Молодой человек в содеянном сознался и рассказал, что желаемым результатом нападения для него заканчивались не всегда, порой ему давали отпор. Алла Рыкова узнала подробности нападения и насколько подозреваемый смог на этом нажиться. Что вы принимали? Нож? Нет. Что? Вилка. Железячка какая-то. 20-летнего жителя Кировской области задержали в Казани спустя 5 часов после заявления пенсионерки, у которой на остановке вырвали из рук сумку. Она рассказала, что стояла на остановке в Приволжском районе, ждала транспорт. К ней подошел молодой человек и, угрожая чем-то металлическим, она подумала, что ножом забрал сумку. У женщины там было все – деньги, телефоны, документы. Ущерб оценили в 40 тысяч рублей. Она тут же обратилась в полицию. Злоумышленника запомнила хорошо и подробно описала его внешность. Его задержали на улице Молдавская, отпираться не стал. Деньги и телефон. Сколько? Денег? Да. Который, ну, в смысле, я сколько? 19 тысяч? 19 тысяч был там? В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили, что задержанный также причастен к 2 разбойным нападениям, совершенным 26 сентября возле одного из домов по улице Магистральная. Установлено, что злоумышленник с разницей в несколько минут напал на 2 прохожих и, угрожая предметом, похожим на нож, требовал отдать денежные средства и мобильные телефоны. Однако потерпевшие оказали сопротивление, и подозреваемый не смог завладеть их имуществом. В отношении задержанного заведены уголовные дела по статьям разбой и грабеж. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении молодого человека под стражу. Алла Рыкова, вызов 112. Лишали денег пожилых людей. Нижнекамские полицейские задержали подозреваемых в серии краж у пенсионеров. По версии стражи порядка, предполагаемые злоумышленники проникали в квартиры жертв под предлогом выплаты компенсации за якобы ранее установленные счетчики водоснабжения. Оказавшись внутри, один из аферистов отвлекал хозяев, тогда как другой в это время искал ценности в комнатах. Таким образом, за 3 дня они обчистили 4 квартиры. Общий ущерб составил 62 тысячи рублей. Обоих подозреваемых полицейские задержали в Башкирии. Ими оказались 34-летний житель Челябинской области и 25-летний уроженец Башкортостана. Свою вину задержанные признали полностью и дали признательные показания. До суда они будут находиться за решеткой. На ком действует мгновенная карма, как не стоит выполнять свою работу и почему не стоит выгонять нежданных гостей с помощью швабры и одного лишь воображения? Ответы на эти вопросы вы получите в рубрике «Сплошные проколы». Смеялись над чужой бедой, пока не попали в нее сами. 2 молодых людей постигла мгновенная карма. Дело в том, что водители и пассажиры легкового автомобиля веселились, наблюдая, как соседняя машина потеряла управление, после чего съехала в кювет. Настроение у молодых людей упало спустя секунды. Пронесся словно бронепоезд. На одном из матчей по американскому футболу оператор с камерой снес танцовщицу. Судя по всему, девушка вышла чуть дальше, чем нужно, в результате чего оказалась на земле. Наглость и умение этой девушки поразили даже опытных охранников. Под видом беременной она попыталась унести сразу 2 аккумулятора. Но вынести тяжелую ношу ей все же не дали. Помешали как камеры, так и бдительность сотрудников магазина. Не зная броду, не суйся в воду. Молодой человек хотел выгнать крысу, вооружившись шваброй и позвав на помощь кота. Однако лишь один вид грызуна заставил парня поменять свои планы и быстро ретироваться вместе с домашним питомцем под крики. Лисан Сабирова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.